Вот-вот объявят результаты детского конкурса «Черное золото». Сейчас выбирают одну работу по зрительскому голосованию, а другую жюри. Здесь собрано больше 50 работ, с каждого участника по одной или по две картины. Конкурс делит художников на две категории – от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Салима из категории помладше. Ей 9 лет. Уже 3 года девочка занимается рисованием. Мечтает стать художницей, поэтому, несмотря на волнение, решила участвовать в конкурсе. С нефтью было сложно рисовать, но с красками легче. Я волновалась, но я верила в себя, у меня получилось. Спасибо моему учителю Мосору, что меня научил так рисовать. Спасибо, кто выбрал мой рисунок. Условия конкурса просты – показать подвиг защитников Малгобека и вклад нефтяников Ингушетии в Великую Победу 45-го. Нежные полупрозрачные тона издалека можно принять за акварель. Однако вместо красок лишь черное золото – нефть. Организаторы привозили юным художникам специальную застоявшуюся густую массу, без запаха и тяжелых металлов. Занятие это, по словам детей, непростое. Я не ради приза участвовала там, мне просто был интерес поработать нефтью. Это впервые в моей жизни было настолько интересно. И сама нефть, она ложится очень легко на бумагу, только сохнет очень долго. Вот это был самый большой минус. А так было очень легко рисовать, она мягкая и водилась кистью очень легко. В чем была сложность? Ну, в том, что надо было рисовать все одним цветом. И тени, и вышки, и танки и так далее. И все это текло с каждым днем. И пришлось все заново перерисовывать. Вот расскажи, как ты вдохновлялся? Вдохновлялся тем, что я смотрел разные фильмы про войну и разные картинки в интернете. Но я не списывал, я просто рассматривал их. В России не больше 10 профессиональных художников, которые используют нефть в своих работах. Такого конкурса в стране никто еще не проводил, делятся сотрудники Ингушнефти. Детские художественные школы Назрани, Малгобека, студия искусств Карабулака, студия живописи. Участвуют дети со всего региона. Соперничество захватывающее. В роли судей известные ингушские художники. Среди них Адам Галаев, Хош Ахмед Имагожев, Муса Мартазанов. На высшем уровне прошел конкурс. Мы очень переживали, потому что нефть – это очень такой хлипкий материал, очень жидкий материал. Мы добавляли лак в нефть для того, чтобы закрепить где-то, зафиксировать. Ну, по наитию пытались что-то для себя придумать, чтобы представить работы более достойно. И у нас это получилось. С картинами мы найдем помещение, аккуратно, красиво это все оформим в рамки. Ну и в дальнейшем будем как-то выставлять, если получится, даже в рамках, как говорится, соседних регионов и так далее. Будем наращивать обороты. И вот долгожданный момент объявления результатов. Первое место – денежный приз – 16 тысяч рублей. Грамотой за первое место возрастной категории от 14 до 17 лет награждается Мартазанова Хяди Тимуровна. Грамотой за первое место в возрастной категории от 10 до 13 лет награждается Гандалоева Салима Аслановна. Это ты у нас, да, Салимочка? Ай да, Лёх, вот, Мурат, вот у нас девочка, которая нарисовала вот эту картину и заняла первое место. Однако награждают не только призеров конкурса, но и всех участников. Грамоты, благодарности и сладкие презенты. Организаторы планируют устраивать такие художественные соревнования ежегодно. Хава Гайзикова, Акрамат Доскоев. Новости 24.